Пасхальный концерт «Семь слов Христа» завершил в Казани цикл музыкальных встреч под названием «Звуковые пространства» Софии Губайдуллиной. Имя крупного композитора привлекает в наш город известных интерпретаторов современной музыки, а также коллег и соратников самой Губайдуллиной. Завершающий концерт был посвящен 7 словам Христа, которые он сказал во время распятия. Подробнее в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. С тех пор, как в историческом центре Казани на бывшей Первой Горке, ныне Тельмана 29, появился дом-музей живого классика столетия Софии Губайдуллиной, в городе стали все более и более открывать ее музыку и тех авторов, которых смело можно назвать единомышленниками. Музыка с раннего детства объединила свое сознание с божественным началом. Именно тема духовного очищения и сострадания проходит через все музыкальное наследие композитора. С момента открытия Центра современной музыки Софии Губайдуллиной началось и музыкальное путешествие, а также встречи с редкими авторами. Цикл концертов «Звуковые пространства» Софии Губайдуллиной, завершившийся на днях, представил впервые в Казани сочинения композиторов разных эпох и стилей, посвященных теме распятия и воскресения Иисуса Христа, в том числе сочинения Йозефа Гайдна. «Семь слов Христа» – так называется наш концерт, и слова эти взяты не случайно. Почти все эти композиторы обращались к этим словам, последним словам Спасителя. И для каждого композитора эти слова являются сакральными. Божественная тема на концерте представлена творениями немецкого автора Генриха Шютца, Альфреда Шнитке, самой Губайдуллиной, которая прозвучала своим сочинением «На кресте» в исполнении ректора консерватории Рубина Абдуллина, а также виолончелиста с мировым именем Владимиром Танха, произведение Ингрочи. Если меня хоть как-то интересует история музыки вообще мировой, то эта тема меня не может не интересовать, потому что огромное количество сочинений написано в связи с евангельскими сюжетами. Вот мое отношение. И в дальнейшем камерный оркестр «Новая музыка» под руководством Анны Гулишамбаровой будет накапливать банк музыкальных данных и творческое портфолио сочинений, редко исполняемых в Казани. Здесь нет ничего случайного. Все чаще композиторы и музыканты обращаются к духовным темам. Сегодня спасительная сила музыки очевидна и не требует дополнительных разъяснений. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рженко, телеканал «Эфир». Через пару